На данном судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля следователь Шерстюков Валерий Романович, который непосредственно проводил с Асаном и Азизом очную ставку 5 сентября. Ранее ребята говорили, что протокол этой очной ставки уже был на столе, когда их завели в кабинет, они их просто подписали, ну и разошлись. Следователь настаивал на том, что во время очной ставки в кабинете присутствовали два защитника по назначению, Глушко и Полянский, хотя Асан говорит, что его адвокатов в тот момент не было в кабинете. Указано, что мой муж позвонил мне на номер, там есть номер указанный, позвонил мне и сообщил о его задержании. В тот момент этот телефон был изъят у нас во время обыска 3 сентября, был изъят и находился в здании ФСБ. Ну, то есть фактически набрать меня, позвонить мне он не мог. А следователь утверждал, что Асан совершил звонок по данному номеру телефона. Сегодня был допрошен в качестве свидетеля следователь Бушуев. Он составлял протокол задержания у Асана Ахтемова и протокол проверки на месте у моего мужа Азиза Ахтемова. И там были ряд противоречий. Мой муж высказывал возражения, так как было очень много противоречий, в том числе и когда он ехал на эти следственные действия. По существу он ехал в наручниках, всю дорогу молчал, а по версии следствия Азиз показывал им дорогу, показывал, где что он сделал, где сидел на месте преступления. Азиз уверен, что подписи, поставленные в протоколе проверки показаний на месте, они не его, то есть буквально несколько его, все остальные под фотографиями, он уверен, что он не расписывался, и подписи вообще различаются. Ну и, конечно, все эти показания были даны под давлением. Если так в общем сказать, что данные следователи из этой следственной группы, как и все предыдущие следователи, в принципе, говорили о том, что никакого психологического и физического давления на ребят не оказывалось, что они все добровольно, и явки с повинной, и протоколы задержания, и все в добровольной форме излагали самостоятельно, никто на них не воздействовал никаким образом. И протоколы проведения с места происшествий, то есть они все активно, как сегодня выразился один из следователей, активно и живо отвечали на вопросы. В конце слушания Нариман заявил отвод всей коллегии судей в связи с тем, что судьи нарушают порядок допроса свидетелей. Нариман, к примеру, указал, что при допросе, самое такое яркое, наверное, при допросе понятого Ежикова, где он не мог дать четкого аргументированного ответа по поводу своего трудоустройства, то одним из судей был задан наводящий вопрос, который предполагает уже ответ на этот вопрос. И, соответственно, уже потом этот понятой подтвердил это. Такого рода вопросы от судей, они поступают постоянно, то есть в нарушение всех тех норм допроса, которые должны проводиться. Нарушая тем самым статью 278, где говорится о части 3, говорится о последовательности допроса в отношении свидетелей.